Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Санкт-Петербурге провели культурную акцию, посвященную наследию Махтумкули. Туркменистан и Всемирный банк обсудили инвестиции в частный сектор. В ИМО МИД Туркменистана выбрали победительницу конкурса красоты и другие новости. В Санкт-Петербурге прошла масштабная культурно-образовательная акция «Туркменистан. Великое наследие Махтумкули Фраги». Мероприятие состоялось в мраморном зале Российского этнографического музея. Культурная акция была посвящена 300-летию великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги в преддверии открытия его памятника в центре Санкт-Петербурга. В Ашхабаде прошли встречи туркменских бизнесменов и представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с делегацией Всемирного банка, прибывшие в страну с рабочим визитом. Стороны обсудили перспективы привлечения иностранных инвестиций в частный сектор туркменской экономики. Особое внимание было уделено возможностям реализации совместных бизнес-проектов сельского хозяйства и пищевой промышленности. В Институте международных отношений МИД Туркменистана выбрали победительницу вузовского этапа национального конкурса красоты Талыб Гозели 2024. В конкурсе выступили студентки факультетов международных отношений, международного права, международных экономических отношений и международной журналистики. По итогам конкурса победительницей оказалась Лейли Мурадова, студентка первого курса факультета международной журналистики. Делегация Туркменистана во главе с министром образования Байрамгуль Араздурдыевой в рамках рабочего визита в Доху приняла участие в ряде встреч по вопросам сотрудничества в области образования с катарскими коллегами. Глава туркменской делегации встретилась с руководителем отделения высшего образования Quattro Foundation Франциско Мармалеха, начальником отдела высшего и постдипломного образования организации Абир Аль-Халифа и директором Национальной библиотеки Катара Хамадом Аль-Кавари. На встрече обсуждались конкретные проекты двухстороннего сотрудничества в сфере образования и науки, в том числе проведение совместных конференций, стажировок и командировок. С 18 по 25 февраля в Куала-Лумпуре проходила Международная олимпиада по английскому языку среди школьников. В этом году в ней приняли участие более 1000 школьников из 50 стран мира, соревнуясь в 6 дисциплинах в 3 возрастных группах. Сборная Туркменистана, состоящая из 15 одаренных школьников, продемонстрировала блестящие знания и навыки владения английским языком, завоевав 10 медалей Гран-при, 6 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей. Компания Lenovo представила прототип ноутбука ThinkBook с полупрозрачным экраном. Главная его особенность — 17,3-дюймовый дисплей микро-LED, который становится полностью прозрачным при отображении черного цвета. Вместо клавиатуры используется вторая прозрачная сенсорная панель. Lenovo позиционирует ThinkBook как инструмент для художников, которым не нужно отрываться от натуры, а сенсорную панель можно использовать как графический планшет. 93-летняя Рут Готтесман, вдова финансиста с Уолл-стрит, пожертвовала $1 миллиард медицинскому колледжу Альберта Эйнштейна в Бронксе. Пожертвования будут использоваться для покрытия стоимости обучения всех будущих студентов. Это одно из крупнейших благотворительных пожертвований в истории США, направленных на образовательные учреждения, и, вероятнее всего, крупнейшее в пользу медицинской школы. Состояние Готтесман получила от своего покойного мужа Дэвида. Он был протеже Уоррена Баффета. Мужская и женская сборная Туркменистана по баскетболу проходят учебно-тренировочные сборы в Литве. Команды готовятся к предстоящим международным турнирам. На учебно-тренировочных сборах в литовском городе Паланга находятся сборные Туркменистана разных возрастов. Юниорская женская сборная до 18 лет готовится к мировому первенству. Мужская и женская сборная до 23 лет тренируются перед Лигой наций. После сборов мужская сборная отправится на турнир в Амстердам, который пройдет с 29 февраля по 10 марта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал — ваш самый надежный источник новостей.